Современный населенный пункт должен быть хорошо освещен вечером и ночью. Помимо красоты, это является залогом безопасности горожан. В последние 2 года наша столица становится все светлее. Муниципальные службы с помощью современных технологических решений стараются осветить каждый уголок нашего города. В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим о проблемах и планах по освещению столичных улиц с директором муниципального предприятия «Бишкек-Свет» Алимбеком Абдулдаевым. Здравствуйте, Алимбек Анарбекович. Добро пожаловать к нам в студию. Для самого начала хотел задать вам вопрос, который меня всегда интересовал. Кто все-таки вечером включает свет на улицах города? Каким образом это происходит вообще? Ну, вообще в старинку выезжали люди и вручную включали через рубильник. Ага. Ну, а сейчас давно уже, лет, не знаю, 10 уже перешли. Все пуношки, можно сказать, это на просторечии, это как щит. Там стоят часовые механизмы, таймеры. Это как будильник. Они строго вечером включают, утром отключают. Без участия человека, да? И это, видимо... Ну, сейчас мы уже вообще перешли с прошлого года уже на цифровизацию. У нас уже есть такая программа, как Асуно. Диспетчер сам уже. Раньше летний можно режим, зимний режим было, а сейчас уже на 3, 4, 5 даже можем менять времена включения, отключения. И это все делается из единого пункта и без выездов на каждому столбу, грубо говоря, с освещением. Да. Ну, если продолжить тему современных технологий, то мы все обратили внимание, что вот последние несколько лет перестали использовать лампы накаливания в освещении города, а используют светодиодные лампы. И на тротуарах они одни, а дороги освещают совсем другие лампы, но они все примерно по одной технологии. Скажите, пожалуйста, что это дает и почему было принято такое решение? Ну, если замечаете такие большие перекрестки, большие эти, как, допустим, Чуй советская или там Ахумбаева советская, таких больших перекрестков стоят 150-200 ваттные прожектора. Мы их называем ромашками, аж в одной опоре по 5 светильников. А такие трассы в основном 100-ваттные освещают, а тротуары 40-50 ваттные такие, чтобы поменьше электричества входило. И так мы платим огромные деньги Североэлектро. Мы такие же, как частники, потребители электроэнергии, мы платим. И довольно внушительная сумма, до 50 миллионов сомов в год мы платим. И заметьте, за этот комфорт, за безопасность, за такое ночное освещение ни один человек не платит, даже хозсубъекты не платят. И в эти годы мы будем стараться, чтобы инициировать, чтобы каждый раз протянутой рукой горбюджет не просить деньги. Это немалые деньги. Будем инициировать, чтобы хотя бы условно каждый горожанин, чтобы платил хотя бы в месяц 5 или 10 сумм. Вполне достаточно было бы. Освещение непосредственно городских улиц и тротуаров, мы знаем, что они относятся непосредственно к вашему предприятию. Освещение парков и подобного рода субъектов досуга горожан, они освещаются непосредственно руководством парка или соответствующим предприятием, или это тоже относится к вам, Нет, к вашему хозяйству? Полностью, что светит ночью в столице, это полностью у нас на техобслуживании. Парк есть у нас такое МП у нас есть в структуре мире муниципальные предприятия, городские парки, но непосредственно техобслуживание на нашем балансе. Просто буквально на днях в соцсетях появилось такое сообщение о том, что один из новых парков, который находится в районе, в южной части города, на пересечении улицы Манаса и Южная магистраль, там один из парков перестал гореть ночью, и там такое было довольно скептическое замечание о том, что, похвастались и хватит, вот вам и все освещение. Скажите, пожалуйста, что это была за проблема и восстановлено ли там освещение? Да, конечно, мы автоматически восстанавливаем. Ночью у нас специальные дежурят, человек 8, выезжают они, мобильные довольно, на легковушках, полностью, оборудованные.
А бывают такие аварии, и часто это даже вот в Дзержинке, в центре города, Дубовый парк, Энтомаг, парк здоровья, часто. Почему это происходит? Потому что вот городские парки есть, вот только вот, ну, можно сказать, они, ну, это довольно новое муниципальное предприятие, вот, ну, как бы посоветовали, поругались, проконсультировал я их, что они, так же, как мы, должны идти в Северэлектро, получить техусловия, получить точку подключения, также розетку установить для... Они вот место как-то дают в парках, скверах, аллеях, кто продает ночью там, ну, кто велосипеды заряжает, там зарядку делает, мороженое продают или прохладительные напитки, ну, как бы холодильники, ну, такие установки стоят. И они вот прям варварские, будем говорить, они вот воруют электричество. На нашей опоры, где есть там, ну, есть окошко, где, ну, для техобслуживания, вот они откручивают наши болтики, гаечки и подключаются вот, ну, нахальным образом. И было вот такое. И, естественно, где не санкционированный такой, там и часто, тем более не электрики же, это частники. И вот они приводят к КЗ, ну, короткому замыканию там, и так далее. То есть вот подобного рода аварии чаще всего случаются из-за человеческого фактора. Оно предназначено только для освещения парков или конкретной. Там нету даже, ну, лишних киловаттов, можно, лишней мощности электроэнергии нету там. А они вот подключаются и вот рвут наши провода, все замыкают, все уже приводит к аварийным делам. Второй вопрос подобного рода. А как вы принимаете решение, какие улицы, ну, я так понимаю, особенно если это касается новостроек, то это все подключается поэтапно или по другой схеме? Ну вот, как вы принимаете решение, что мы вот в этом году осветим вот эти улицы или районы, а в следующем году те, ну, другие и третьи, соответственно? Приоритет, где мы должны в первую очередь осветить, это параллельно идет по 4 районам. У нас помимо, ну, акимы в первую очередь дают заявку, и они ставят очередность. Жилмассивы или там старый город, новый город, где надо. Октябрьский, там мало жилмассивов. В основном это Первомайский, Ленинский, Свердловский районы. Вот они нам дают задание. И мы формируем план, производственную программу на целый год. В основном ближе к зиме мы уже спрашиваем и составляем план. И это по их заявке, одним словом. Помимо них, помимо акимов, глав районов, есть у нас это отдел ЖКХ, отдел ДГХ есть. Они тоже формируют, помогают составить, как бы, производственную программу. Мы строго по программе работаем. Но приоритетными остается освещение все-таки, наверное, центральных частей города, где сосредоточено много горожан по вечерам, или нет? Прошлый год, даже, я думаю, старому городу, назовем центр, чуть-чуть обидно даже стало, мне кажется. Около 600 чем-то, ну, 650, назовем улиц, мы монтировали освещение, и из них порядка больше 400 это как раз новые жилмассивы. То сейчас, есть... Да, вот, извините, конечно, да. И вот сейчас и наш новый сейчас градоначальник Бахтыбек Джапарович тоже как бы именно на эту проблему уделил внимание и акцентировал, что мы не только вот большие там переулки, то есть или улицы, чтобы мы обратили внимание и на внутридворовые. Действительно, у нас микрорайоны остались, как бы это, мы сейчас больше, сейчас даже в жилмассивах новых, мы внутренние, мелкие, маленькие улицы будем освещать. Этот год мы полностью и в микрорайонах, и в жилмассивах будем мелкие, там, тупиковые или такие маленькие переулочки будем освещать. Ну, я так понимаю, что вот вы говорите, что у вас есть определенный план, по которому вы занимаетесь освещением там, того или иного района, но если вдруг я живу там, в условно там, в 6-м микрорайоне, например, и наш дворик и подступы к нему совсем не освещены, или там фонари вышли из строя, это мне куда нужно обратиться и какие действия предпринимать? Только нам мы согласовываем с отделом ЖКХ или именно с районом конкретным, акимом или замакимом, который курит этот вопрос. И, в принципе,
вопросов нет. То есть эту проблему можно решить достаточно оперативно. А что касается осветительных приборов, которые вот наверняка знакомы людям, которые живут в многоэтажных домах, где есть кондоминиумы или товарищества жилые, там иногда берут оплату вот за освещение придомовой территории, как в счет оплаты там услуг жилого товарищества. Это освещение, которое уже непосредственно сами жители скопили и установили через домкома, или это освещение тоже относится к вам? Полностью освещение нам относится. Да, есть такое, что ТСЖ нельзя там делать, а если не ТСЖ можно делать. Ну, это, по-моему, именно в плане освещения, я думаю, неправильно. Ну, откуда ТСЖ, ну, будем говорить, будет проводить конкурсы, откуда будет искать специалистов и куда он будет подключаться. Именно он будет подключаться по-любому в наш ПНО, да, ну, на наши приборы наружного освещения. Так что, по-моему, это чуть-чуть неправильно. То есть, в принципе, любое освещение, которое есть в городе, должно быть согласовано с вами, кроме, наверное, вывесок и освещения там крылечков магазинов или кафешек, это уже другое, да? Какие проблемы вот предстоит решить вашему предприятию? Мы же понимаем, что учитывая текущую обстановку и в целом, как бы мы все достаточно хорошо знаем, что финансирование городских служб, оно не всегда такое, как нам бы хотелось. И наверняка перед вашим предприятием тоже есть определенные проблемы, которые еще только предстоит решить. Вот помимо там планового освещения, помимо вот того, что вы, чем вы и так занимаетесь. Нет, я бы не жаловался бы на наш городской бюджет. У нас как бы проблемы с финансами не стоит. Наши амбары, как сказать, полными расходными материалами, и СИП, и кабель, и все светильники, все возможные, даже, как сказать, ультрасовременные, полностью мы обеспечены. То есть, по-моему, это все зависит от руководителя. Так что в этом плане жалоб нет. Все есть у нас. Только надо работать. И работают ребята. Прежде чем мы продолжим наш разговор, я хочу напомнить нашим зрителям о том, что у нас в студии работает телефон 670476. Вы можете позвонить по нему и задать вопросы по нашей теме, нашему гостю. Я напоминаю, что у нас директор муниципального предприятия «Бишкек Свет» Алимбек Абдулдаев в гостях. Алимбек Анарбекович, говоря вот о современном оборудовании, современных технологиях, используемых в городском освещении, вот в начале нашего разговора мы говорили о том, что сейчас уже они, ну, такие, получается, уже умные системы стоят, которые могут регулировать освещение, вот это все. Какие еще возможны внедрения, каких еще технологий в уличное освещение? Ну, мы сейчас же в курсе, вот, идет в целом по стране цифровизация. Нам удалось самим прошлый год внедрить АСУНО, это, ну, переводится, ну, как расшифруется, автоматическая система управления то есть управление наружным освещением. Мы это внедрили программу, и процентов где-то мы уже 40 столиц охватили. Это такой большой квадрат с юга, можем говорить, это Ахумбаева, здесь Дачуя, Советская и Беленькая. Вот этот квадрат мы полностью охватили. Сейчас даже есть такие, как сказать, программы, там, как демирование. То есть человек отходит, в принципе, он не нужен, конечно, нам отходит от освещения или от конкретной опоры, а он уже меньше светит. Ближе подходишь, больше светит. И уже в диспетчерском пункте он показывает именно по какой улице, сколько светильников вышли из строя, или где обрыв, все, вот, я не знаю, там столько программ. Ну, одним словом, мы внедрили, купили огромный монитор, ну, не знаю, это, по-моему, напичкано все, отлично, все условия есть. Вот с 2019 года, можно сказать,
самый шикарный офис у нас. Базу построили тоже своими силами, ангары, АДС, это тоже как аварийно-диспетчерский пункт. Ну, одним словом, вот 3 объекта мы построили за вот эти неполных 2 года. Все у нас есть, огромное. Ну, пользуясь эфиром, конечно, хотел бы выразить огромную благодарность своим ребятам, труженикам. Даже прошлый год во время пандемии мы полный ход работали. И еще плюс хотел бы сказать, что вот, сам я не сильно религиозный, а в плане вот, что вот идет такая тенденция, что последние годы молодежь не курит, не пьет, и нету вот этого перекура такого, или там вчера выпил, сегодня не вышел на работу. Вы сейчас говорите о ребятах, которые с вами работают. Да, вот прям вот как конвейер, скорость огромная. Вот считайте, вот каждые сутки мы по 5-6 улиц полностью устанавливаем освещение. То есть работа она у вас идет непрерывно, постоянно? Непрерывно. Только в воскресенье отдыхаем, даже в субботу не отдыхаем. Ну, так что... Хотелось бы еще, вот если говорить о безопасности, хотелось бы остановиться на таком моменте. На некоторых у нас наших улицах, особенно где вот на дороге достаточно длинной, есть достаточно много пешеходных переходов. И вот освещение, которое есть, его не всегда хватает для того, чтобы заметить пешехода на этом переходе. Вот как водитель там, автомобиля могу... Ну, как бы каждый, наверное, кто водит автомобиль по вечерам, он сталкивался с такой проблемой, и не всегда заметно, проходит человек по этому пешеходному переходу или нет. И помнится, шли разговоры о том, чтобы есть специальные системы, которые могут осветить непосредственно пешеходный переход. Внедрение вот таких систем есть у вас в планах? Мы приобрели в прошлом году через конкурс даже наземные светильники, которые работают со светофором в унисон. И обидно, конечно, что светофорное хозяйство нам не относится. Хотя, в принципе, очень похоже такое. Даже вот это светофорное хозяйство полностью мы могли бы сейчас в свою программу подключить и взять бы тоже с собой, но пока это еще не согласовано. Да, особенно очень много таких перекрестков. Вот, допустим, Баха назовем и Южная магистраль. И вот с Южной магистрали поворачивают по Бахе вниз автоматически, вот, и слева такой гипермаркет стоит. И ребятишки там или взрослые переходят, ну вообще абсолютно ничего не видно. Тот прожектор летом, вот сразу, да, я свой минус скажу, все прожектора летом хуже работают. Ну это физически вот эти листья, кроны, все это закрывает, создают тень, еще хуже. Когда зимой оголяются, больше, конечно, дают освещение. А вот лето, весна, осень, это... Поэтому даже чуть ли не, вы правильно заметили, мы чуть ли не в срочном порядке мы должны взяться за это дело. Я согласен с вами. А мне говорят, что у нас есть разговор от наших зрителей. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это вот у нас Суетбай 18, 16, 37 дом. Уже больше недели освещение не горит во дворе вообще на полу. Адрес повторите, пожалуйста. Суетбаева 18, 16, 37 дом. 16, 18, 37. 36 дом. Ага. Будет на днях 37 гореть. дом. Все. Спасибо большое за обращение. Я так понимаю, будет проведена работа, чтобы выяснить, да, почему там не горит свет. Не то, что будем выяснять, сделаем. А вот подобного рода, если большая часть системы автоматизирована, но иногда возникает, судя по всему, проблема во дворах, да, там она не подключена к общей системе или как? Вот если вот в этом случае конкретно. Как вам объяснить? Ну, в общем, грубо около
500 ящиков или щитов, или пношек. Пно расшифруется тоже как прибор наружным освещением, но это, будем говорить, условно ящик, где стоят силовые автоматы и так далее, рубильники, все. Около 500 ящиков есть. И каждому ящику, тоже условно назовем, где-то 5-6 до 10 улиц подключены. Вот и все. Мгм. Ну, и не всегда надо говорить, что, допустим, если определенная улица раз вдруг перестала гореть, то это типа наша вина. Нет, может быть, со стороны Северэлектро, то есть трансформатор определенный вышел из строя, а мы же по-любому через трансформатор ТПшек. Ну да, да. Ну или Так если что, там есть рядом да. какой-то объект там Да. мелкого бизнеса, тогда вот как в парках возможна ситуация. Да. Да, у нас есть еще один вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Рада слышать. Вот давно беспокоил вопрос и хотела бы спросить. У нас, вот мы живем в Московском районе, Петровка. Наш АИ-локомотив предоставил жителям фонари освещения. И как бы мы подключили, ну кто изволил, конечно, потому что как бы другого варианта не было, чтобы освещались улицы. И мы подсоединили к своему, получается, ну через свой счетчик, каждый желающий. Правильно ли это? Но ведь какие-то же средства выделяются в АИ-локомотив. Спасибо за ваш вопрос. У нас в городе встречается подобного, ну практикуется что-то подобное? Да, есть такие, очень много таких особняков, особенно, которые могут себе позволить сходить в магазин, приобрести прожектор, повесить у себя во дворе, большой прям прожектор. И от своего учета прибора, от прибора учета своего собственного, они платят, ничего страшного. Но в этом случае, конечно, этот АИ-локомотив, конечно, неправильно, я думаю, делает. Когда частник сам платит, они, получается, раздали прожекторы, вешайте, хотите, вам освещение нужно, вот вешайте и платите. Ну, как-то не такой подход, я думаю. Мгм. То есть у нас в городе такого подхода нигде нет? Нет у нас, извините. Только если это частная инициатива, если я Да. хочу осветить участок Да. перед своим домом. Да, такого нет. Мгм. Ну, то есть следует обратиться непосредственно в АИ-локомотив и Да. там соответствую. А вот если в Бишкеке есть отдельное муниципальное предприятие Бишкек-Свет, которое подчиняется непосредственно мэрии, а в АИ-локомотив вы не знаете, вот если в данном случае наш житель, куда он может обратиться с этой проблемой, вышестоящая инстанция, кто там может быть? Ну, только АИ-локомотив. АИ-локомотив же там все эти коммунальные должны подчиняться ему. По-моему, у них есть предусмотрено и бюджетом определенные платежи, бюджет какой-то предусмотрен, я думаю. Мгм. Ну или тогда в районную администрацию, Да, если это да. инициатива непосредственно самого АИ-локомотива, в районную или уже Да. в областную администрацию, там дальше Да. по таким вопросам. Если продолжить разговор о планах, меня все-таки мне, например, нравится, я думаю, нашим зрителям тоже нравится ваша инициатива о том, чтобы или начало работы того, чтобы освещать пешеходные переходы, и это действительно серьезный такой вопрос. В ближайшее время, вот вы сказали, вы начали работать над этим, пока там рассматриваете, как я понимаю, различные варианты. Но в самое ближайшее время вы планируете решить эту проблему с освещенными, даже там, где нет, например, светофоров? У нас же очень много таких пешеходных переходов. Я вот не скажу, что все пешеходные переходы решу, но я вот в себе уверен, что тут в течение месяца, я думаю, где-то 5-6 больших перекрестков, я думаю, решу. Как-то, даже страшно переходить. Мгм. У нас есть еще вопрос от нашего зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Прервался, к сожалению. Просто, какое решение? Вот раз уже есть какая-то, какие-то планы? Это сразу видно. Это вот, и если наземные прожекторы, то надо светофором, конечно, в унисон, как я выше сказал. Они будут включаться вместе да, с зеленым светом. И воздушно тоже надо протягивать трос-канат, и чтобы над пешеходом, и в то же время надо учесть, чтобы он не бил этот луч прожектора ни в лицо человеку, и ни водителю, чтобы не мешало на друг другу.
оно непосредственно вертикально, сверху вниз или снизу вверх, оно ну, как-то должно только эту полосу освещать. Оно как вот белая Световая пелена, стена, или, да? да, или как экран оно должно, ну, чтобы водитель, чтобы заранее замечал пешехода и пешеход, чтобы видел. Ну, я не сказал, что это сложная задача. Просто руки не доходили. У нас действительно вот объем огромный. Сейчас вот, ну, вот прошлый год вы сами заметили, вот никогда не было. Вот, от резиденции, будем говорить, от ВДНХ, можно сказать, до Чуя и по Советской не было, тротуары не было освещены, Да, и по Белинке проспект. Мы это все сделали. Мы сейчас уже День Сяпина заканчиваем, тоннели вот сделали, очень много скверов, тротуаров, парков. Это все сами сделали. Теперь, ну, по-моему, пришло время и Для пешеходных да, для переходов. пешеходов. О пешеходах тоже подумайте. У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте. Алло, Салмаспы. Салматспы, можете на русском языке? Давайте на русском. Я вот жительница города Бишкека по улице Льва Толстого. Я уже 3-й год заявку пишу МТО про освещение. У нас во дворе освещения нету. Как можно узнать и как можно сделать? Можете? А можете уточнить, Льва Толстого же очень длинная улица. 18. Льва Толстого, 18. Это в районе железнодорожного вокзала? Ну вот, Нет. управление. Нет, выше. Вот где Бишкек-Курулуш. Ну, это советская. Спасибо большое. Это вот эти большие дома. Кстати, Да. действительно, там же с освещением не очень хорошо во дворах. Внутридворовые тоже мы вот как бы спонтанно, как бы вот ранее сказали, сами вот холостично не будем делать. Это наша горожанка, она должна обратиться в первую очередь своему районному администрацию, и пусть они дадут нам заявку. Ну, без проблем сделаем. То есть тут у вас в вашей работе все равно так или иначе соблюдается иерархия, да? Жители обращаются к акимам, акимы обращаются непосредственно в мэрию и обязательно, уже дальше конечно. к вам. Да. Спасибо вам большое, что ответили и на наши вопросы, и на вопросы наших зрителей. Удачи вам в ваших будущих планах. И если то, о чем мы говорили, в ближайшее время воплотится в жизнь, я думаю, мы помимо того, что у нас будет очень достаточно безопасно станет на пешеходных переходах, но мы еще и, вернее, вашими усилиями очень много жизней можно будет спасти на дорогах. Я напоминаю, что мы говорили о проблемах и планах по освещению столичных улиц с директором муниципального предприятия «Бишкек-Свет» Алимбеком Абдылдаевым. Это была программа «Еще не вечер». Эфир Алто 24 продолжается. Оставайтесь с нами.